Я приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. У меня для вас прогноз на 22 мая, на понедельник. Смотрим мы с вами все знаки зодиака по очереди от овнов до рыбок. Смотрим на колоде цыганский пасьянс. Так, овны, 22 мая, понедельник. События дня. Конвертик. Конвертик — это получение у вас будет в понедельник. Нерешенный вопрос может быть. Надежда. Ссора. Ссора, перерастающая в конфликт. Череп, плохое самочувствие. Может быть эмоциональное выгорание после этой ссоры. Гости. Конфликт с гостями. Колокольчик нельзя. Будильник нельзя. Здесь нет. Значит, смотрите, в этот день у вас получается будет получение, будет нерешенный вопрос, который не решится. Ножницы не выпали. Есть какие-то надежды, гости, тема здоровья, медицины, ссора, перерастающая в конфликт. Так что, видите, есть у вас тут даже парочка предупреждений о том, что все может быть не так, как вы себе хотите. Благодарю за внимание, овны. Перехожу к тельцам. Тельцы. 22 мая. Понедельник. События для тельцов. Корона. Общение с каким-то важным человеком, влиятельным. Гости. Может быть, в гости к вам придет. Подарок. С подарком. Ссора. Метла. Будильник показывает встречу на определенное время. Якорь нельзя. Конфликт. У овнов тоже выпала ссора, перерастающая в конфликт. Может быть, если у вас есть овны в окружении, может быть, у вас вместе проиграется. Еще и слезы. Так, здесь нет карты. Смотрите, получается в этот день конфликт.
Причем тут может подсказывать, что конфликт будет с вот этим влиятельным человеком. Конфликт, общение с каким-то представителем закона власти, подарочек, гости, встреча на определенное время, ссора, слезы. Так что вот для вас два предупреждения. Да, то есть ссора, перерастающая в конфликт, или две ссоры. И следите за временем. Может быть, кстати, будет тема, да, то есть из-за чего вы будете ругаться, из-за того, что кто-то, например, опоздал, не успел. Но опять же, это варианты, да, то есть может быть как-то и по-другому. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу к близнецам. Близнецы. Смотрим 22 мая. Близнецы, 22 мая, понедельник. Покажите мне. Печаль первое, что я увидела. Победа. Деньги. Пустые разговоры. Якорь. Остановка. Фиксация где-то. Интимная связь, кровать. Ну или если интимная связь, допустим, для вас не актуальна, тогда может проиграться желание пораньше лечь спать. Значит, смотрим, что в этот день у вас показывают. Все события, в принципе, хорошие, да, то есть показывают, что будет какая-то победа, будет болтовня, разговоры, событие, связанное с финансами будет, получение денег, траты, то есть какой-то вот приход, уход денег. Дальше интимная связь по якорю, остановка, фиксация где-то и непонятно, почему печаль. То есть события не показали ни конфликта, да, то есть никакой, ни неприятности, ничего. Возможно, вот эта неприятность, которая, да, то есть, вернее, какое-то событие, вызывающее вот эти эмоции, оно не будет касаться вас. Иногда так проигрывается. То есть что-то вас расстроит, но это не касается вас лично, потому что тут нет событий, показывающих, чтобы вас расстроило. Может быть, если только якорь. Например, вы куда-то хотели, да, то есть, а якорь вас держит, из-за этого вы расстраиваетесь. Ну, не знаю. Ну, вот такая информация для вас. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Двадцать 22 мая. Понедельник, раки. Книга «Посещение госучреждения». Обман, маска. Надежда.
Цыпленок. Семья, дети. Возможно, кто-то вас дома обманет. Член семьи. Свидание. Со свечами может быть романтическое свидание какое-то. Чемодан, разлука. Праздник в доме. Замок, откроется какая-то информация. Удача. У вас прям очень много событий. Конверт. Конверт — это может быть информация, новость какая-то, известие, кстати, обман. То есть вы можете получить информацию, это будет обманом. Поэтому вот обращайте на это внимание. Эту новость нельзя, и здесь нет совпадений. Значит, получается, в этот день посещение госучреждения, возможно, получение какого-то документа там. Дальше обман, вас кто-то может обмануть, будет общение с семьей, с детьми, может быть свидание, приятная встреча, на что-то надеетесь, возможно, надеетесь на решение какого-то вопроса в госучреждении. Также откроется тайна, может быть дома какое-то событие, может быть разлука с кем-то в этот день и счастье, удача на вашей стороне. Так что событий у вас будет очень много в понедельник. Благодарю за внимание, раки. Перехожу я к львам. Смотрим, львы. Двадцать 22 мая, львы, понедельник. События дня. Новость. Чемодан, разлука. Верность. Гармоничные отношения в паре. Возможно, придет еще информация от любимого человека. Горизонтали, вертикали нет. Значит, у вас всего 3 события, показывает мне. Первое событие – это получение новости, информации, может быть в электронном виде новость. Дальше гармоничные отношения в паре в этот день. И также может быть еще с кем-то разлука, расставание. Либо встреча после долгой разлуки, если вы с кем-то были. Так что вот такие 3 события, львы, на понедельник. Благодарю за внимание. Перехожу к девам. Девы.
22 мая. Понедельник. События для дев. Луна. Луна показывает, что у вас будет какое-то событие, которое с вами постоянно повторяется каждый месяц. То есть, ну, имеет какой-то цикл. Общение с друзьями. Колодец нельзя. Прибыль. Сундук. И тут же радость. Получение денег и радость. Может быть зарплата, например, да, или какие-то поступления каждый месяц. Корона. Общение с представителем закона власти. Ключик. Возможности, открытые двери. Еще есть ножнички. Решение каких-то вопросов резко и быстро. Конфликт нельзя. Здесь нет. Ну, в общем, у вас события все очень хорошие. Прям классный день, понедельник. Общение с друзьями, повторяющиеся события, получение прибыли, финансов, хорошее настроение, открытые двери возможностей, решение вопросов и общение с каким-то влиятельным человеком. Так что просто шикарный день. Благодарю за внимание, девы. Дальше я перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части. Ссылочку я оставила для вас внизу под этим видео в описании. Там так и написано: ссылка на вторую часть. Нажимайте, переходите и увидимся с вами во второй части.